Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда в 19:30, но только в пятницу вместо понедельника, поскольку у нас праздничные дни впереди. Вы смотрите будничный суперпрайм, не пропустите главного. И ближайший час с вами я, Дмитрий Аргунов. На этой неделе у нас в поселке Томот случилась еще одна трагедия. В пожаре в частном доме погиб человек, по всей вероятности, домовладелец. И учитывая то, что пожары являются максимальным, что ли, максимально опасным бичом наших поселений, мы сегодня взяли тему конкретную, поскольку год благоустройства, людям будет что благоустраивать, если у них будет целостности дом, свой частный жилой дом. Поэтому наша сегодняшняя тема – профилактика пожаров в частном секторе, в деревянных конкретно домах. Ведь не секрет, что да, дерево – это традиционный строительный материал, он замечательно пахнет, экологичен, но у него есть один недостаток, который восполняет все его, скажем так, преимущества. Это свойство хорошо гореть. И о том, как обезопасить владельцев деревянных домов, частных домов, мы поговорим сегодня с нашей разносторонней, разнокалиберной и, я думаю, максимально компетентной аудиторией. Мы начинаем. Глава города, да и главы всех поселений, наверное, у нас ратуют за то, чтобы получить максимально цивилизованный частный сектор, да, частный сектор частных домов, где предусмотрены все аспекты, в том числе и безопасность вот, в плане пожароопасности. Да. Вот давайте немного статистики. Все-таки почему мы называем пожары в частных домах максимальным бичом нашего, скажем, наших поселений? Ну, с начала года на территории городского округа город Якутск зарегистрировано 63 пожара. То есть половина из них происходит в частном жилом секторе. Основными причинами пожара являются нарушение правил эксплуатации и монтажа электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки, монтаже электропроводки. То есть у нас получается картина такая, да, чем больше, скажем так, давайте говорить, вот хотя вы представляете город Якутск, да, пожарный надзор города Якутск, но все-таки будем говорить за всю республику, чем дольше у нас будет сохраняться печное отопление, тем больше риск мы будем получать именно в частном секторе. Да? Получается таким образом. При соблюдении всех норм это вполне безопасно. Печное отопление? Конечно. Ага, ну хорошо. И, конечно, первопричина номер один – это нагрузки, связанные с перенапряжением электрической сети, да, получается. И само играние сети, если нету трансформаторов. Выходит, сама нестабильная сеть. Сама нестабильная сеть, это тоже очень важно. В принципе, можно посмотреть даже в сторону поставщиков электроэнергии. Именно так. Да? Ага, то есть со стороны их должны быть определенные стандарты качества подаваемого продукта. Да. Угу. То, что сети у нас скачут, скажем так, со 160, 120 даже до 240, да, ни для кого не секрет. И об этом, конечно, мы еще раз остановимся более подробно. Стройаудитор, скажем так, представитель инженерно-технического факультета Северо-Восточного федерального университета Альберт Кардашевский, хорошо мне знакомый по проекту «Дом СУМО». Альберт, все-таки, когда мы рассматривали конструктивы домов, да, тут возникает, почему люди выбирают деревянные, хотя они отлично осознают, что это большой полен? Во-первых, это прежде всего дешево, потому что это тот материал, который люди уже веками используют, все умеют, и при строительстве оно обходится намного дешевле, чем, допустим, те же каменные дома. Ну и плюс ко всему, очень важный момент – это то, что деревянный дом, как мы все привыкли считать, он экологичный. Да? Мы считаем, что это самый экологичный дом в мире. Ну, на самом деле это так, но для наших условий деревянный дом, он на самом-то деле не очень подходит. Больше нам бы подошли другие виды конструктивных решений, именно вот жилых зданий частных. Но если говорить о пожарной безопасности зданий, то в основном, как вы знаете, у нас частные
индивидуальное домостроение, это 80% это деревянное домостроение, это брусовые, бревенчатые дома. И в последнее время стали очень активно строить каркасные дома, опять-таки деревянный каркас. И при том заполнение каркасов делают из тех же горючих материалов, ну, допустим, за отсутствием хороших утеплителей негорючих используют либо щепу, опилки, либо тот же пенополистирол, который бывает не очень хорошего качества. То есть не самозатухающий, а наоборот способствующий распространению огня и выделяющий очень сильные токсины при горении. То есть Самозатухающий полистирол, это вообще реальность, да? Как вот его отличить от, скажем, давайте мы будем ориентироваться на какие-то практические советы для наших телезрителей. давайте ориентироваться. Самая Если мы плотность. говорим о качественном пенополистироле, то, соответственно, как у любого строительного материала, у него есть сопровождающий документ, это паспорт. В паспорте там указывается, обязательно должно быть наименование продукта, то есть это ПСБС, да? Мгм. ПСБ и С, да? То есть последняя буква С, это самозатухающий. Если у вас написано ПСБ, да? То есть пенополистирольный блок, да? Без этой приставки маленькой S, то можете считать, что вам подсовывает необработанный материал. Мгм. Ну и в большей части надо смотреть на поставщиков, на их историю, то есть выбирать тех поставщиков, которые уже давно работают на рынке, они только открылись, смотреть база какая у них, какие отзывы. Сейчас интернет довольно-таки хорошо развит, так что можно почитать отзывы на форумах специализированных, пожалуйста. Мгм. Альберт, ты в курсе, что некоторые представители во время нашего проходящего телепроекта «Дом с умом» обвиняли в том, что мы ломаем сознание людей, то, что издревле народ Саха проживал в деревянных домах и так далее, и так далее. Ну, есть такое дело, конечно, да, но с другой стороны, экономически ведь деревянные строения строить невыгодно. То есть, смотрим, банк не выдаст ипотечный кредит, если, скажем, там не будет минимального там, бетонного того же фундамента. Да, и сама залоговая стоимость деревянного строения, она будет, соответственно, меньше. Ну, на самом деле это так и есть. Ну, смотрите, почему мы выбираем именно деревянный дом? Как я уже говорил, это то, что мы привыкли, да, в первую очередь. Вторая очередь, это то, что у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет нормальной альтернативы вот этим вот деревянным домам. Допустим, если мы говорим о каменном строительстве, то каменное строительство у нас сосредоточено вокруг города Якутска или там крупных мегаполисов. К сожалению, там в отдаленном населенном пункте, где-нибудь там в Верхневилюйске или там в Нюрбе, в Сунтар, там такой возможности приобрести качественные материалы у них на сегодняшний день нет. Поэтому проблему нужно решать не только, так скажем, какими-то запретами или там введением каких-то ограничений, а нужно именно распространять новые технологии производства хороших строительных материалов, именно не горючих и экологически чистых. Те же мини-заводики по производству шлакоблоков. Да? Можно шлакоблоки, можно пенобетонные, полистирол-бетонные блоки, арболитовые блоки. Кстати, вот раньше, вот в 90-е годы, да, ну, конец эпохи Советского Союза, начало Российской Федерации, в районах были как раз-таки сосредоточены вот эти вот мелкие производства арболитовых блоков, пенобетонных блоков, даже вот обычных бетонных блоков. И это способствовало тому, что там люди использовали эти материалы. А сейчас везти этот материал из Якутска это довольно-таки накладно и дорого. Домохозяину прежде всего, конечно, нужно страховаться. Да? Представители страховой компании «Гелиус» у нас сидят. Почему все-таки вот нюансы при страховании деревянного жилого фонда, да, оно отличается, вот, скажем так, если человек подойдет более капитально из шлакоблока там, или там, из тех же легких бетонов? Ну, не секрет, что строение из негорючих материалов, да, как шлакоблок, каменные материалы, стоит почти в 2 раза дешевле, чем, допустим, тот же деревянный дома, да. Это зависит, естественно, Это при страховании. При страховании, Человек да. тратит. Это зависит, естественно, от риска. Если дом построен из негорючих материалов, если имеется охранная или сигнализация, охранная или противопожарная сигнализация, есть какие-то еще выполняются другие меры безопасности, да, то все эти факторы будут влиять и на стоимость страхования. Это будет намного ниже. То есть, в принципе, страхование частного жилого строения всегда рассматривается, по крайней мере, в нашей компании, да, индивидуально. То есть мы делаем предстраховую экспертизу, смотрим.
Есть такие факторы, которые могут понижать страховую стоимость договора, да? Мгм. Или наоборот, есть повышающие. То есть, если максимально у нас проложены все кабель-каналы, у нас стоит пожарные оповещатели, да, допустим, и так далее. То есть мы рискуем приблизиться по, скажем, сумме страхового взноса, который мы платим, да, в течение года, к тем материалам, которые, ну, более такие совершенные, те же шлакоблок. То есть надо наворачивать, да, деревянное строение. Нет, деревянные дома, конечно. Во-первых, я тоже банки понимаю, да, они тоже защищают таким образом, что не берут некоторые деревянные дома на страхование, те, которые не берут, они тоже в залог не берут, да. Мы, конечно, тоже за те дома, которые безопасны, в которых риск меньше. И, естественно, тот же деревянный дом взять, страховая стоимость, то есть рыночная стоимость, да, естественно, оно ниже, чем каменный дом. Ну и страховка будет при этом, соответственно, почему-то, не почему-то, а из-за того, что риск большой, он будет больше. Мгм. То Но в есть любом страховать случае, получается дороже, а стоимость дома ниже. мгм. В любом случае страховка это, ну, не панацея, но максимально, скажем, эффективное средство сохранения экономических интересов домовладельца, случись что, да? Ну, в получается? первую очередь, собственник должен понимать, что за сохранность своего имущества, в первую очередь, всю ответственность несет он сам. Ни сосед, ни государство не обязано сохранять его имущество, да. То есть страхование – это как раз-таки надежная защита при Вложений. финансовом, да, при финансовом его, допустим, каких-то таких ситуациях финансовая защита получается. Мгм. Отлично. Давайте примем телефонный звонок нашего телезрителя. Мы готовы выслушать ваш вопрос. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот недавно Следственный комитет выносил предписание в адрес главы республики после гибели семьи с детьми при пожаре недавно о том, чтобы приняли меры приняли противопожарные меры. В частности, устанавливать тревожные противопожарные сигнализации на таких объектах. Известно ли, как отреагировал глава республики? Ну, что я могу сказать? За главу республики и вообще от исполнительной власти у нас сегодня представителей нет. Мы собрали сегодня наш кворум для того, чтобы получить какой-то пакет рекомендаций для того, как максимально эффективно обезопаситься владельцам деревянных строений. Поэтому я считаю, что ваш вопрос слегка некорректен, поскольку тут нет, еще раз говорю, представителей. Может быть, Евгений Александрович в курсе, как отреагировал руководство республики? Тоже информации нет, получается. Хорошо, мы двигаемся дальше. Задавайте ваши вопросы. Еще раз обозначаю темы. Как снизить риск пожаров в частном деревянном секторе, получается, поскольку у нас дерево – это тот материал, из которого сделано 80% частного сектора. И все-таки, если дошло до крайних случаев, да, несчастье случилось и так далее, Нургун, вот исходя из опыта огнеборцев, да, нашей республики, на что следует обращать внимание при усилении, может быть, каких-то конструктивов и так далее? Вот, может, что-то обваливается чаще там и так далее. Такие вот, чисто такие вещи. Ну, в общем, в основном обваливается, где очаг, где место произошло, где выгорает, где место возгорания. Мгм. Вот и обрушивается у нас что? У нас потолочное перекрытие обрушивается, и потом после этого стены, и все, дома нету уже больше. Мгм. Если деревянный дом не защищен огнезащитными материалами, пропиткой, то есть также не оштукатурен, то все, дом уничтожен. За сколько времени может выгореть, конечно, опыт печальный, но за сколько времени может выгореть, скажем, ну, брусовый дом? Брусовый дом, смотря от года постройки. Если чем старше дом, тем брус быстрее, тем дерево быстрее выгорает. Мгм. Вот это вот. Да, конечно. Значит, здесь, в принципе, элементарные вещи. Суть заключается в том, что есть определенные параметры, которые заложены уже во всех учебниках и по тактике пожарной. Но вот, то, что касается древесины, да, действительно, это проблема, особенно проблема для пожаротушения. Быстро горит, линейная скорость составляет 1 метр в минуту. И отсюда мы знаем, Александр Ильич, какая будет обстановка к прибытию пожарного подразделения. Потому что идут следующие составные части. Сбор, выезд по тревоге,
время, следование в пути, боевое развертывание и, соответственно, тушение. То есть, если пожар произошел в середине здания, не угловой, скажем, пожар, то можно предполагать, какая площадь, соответственно, будет, потому что он пойдет, соответственно, во все стороны. Да. Поэтому что можно ожидать от обстановки, ну, естественно, зная конструктив, мы предполагать можем. В этом отношении составляются и планы пожаротушения, карточки. На жилые дома могут, особенно на бараке, составляться карточки, если там действительно есть определенный проблемный аспект в плане проживающих. Но вот суть здесь заключается в том, что вот эта проблема, она была действительно еще с советских времен, и заключалась она буквально в следующем. Вот статистика была только что сказана, да, огромное количество пожаров. Если говорить по проценту, 90% это касается гибели от всех пожаров. Жилье. С советских времен оно было, оно осталось. Далее. От количества пожаров 70%, от всех количества процентов. Проблема? Да, проблема осталась. Значит, у нас постсоветское пространство. В Советском Союзе у нас было 300 миллионов населения. Сейчас у нас в 2 раза меньше. 140. Но количество пожаров меньше не стало. Это говорит о том, что этой проблемой системно никто не занимается. Если говорить о Республике Саха-Якутия, взять за основу ту же самую профилактику. У нас этим вопросом занимается даже не Госпошнадзор, а больше занимается инструктора, так? Да. Ну вот. И если взять их количественный состав, 70 человек на всю республику, то вы понимаете, что они конкретно могут сделать. Не хватит. Не хватит. Это один аспект. Второй момент. А как это все организовано непосредственно на местах? Ведь что такое, скажем, тот же частный сектор? Он собственник. Он скажет, а мне это не надо. И каким образом тот же инструктор или инспектор может достучаться, как говорится, до сердец вот этих вот собственников Навязать ему. и сказать ему, что возможно у тебя пожар, у нас проблема с оперативной обстановкой, с пожарами, значит, он сегодня в лесу, завтра зайдет в поселок. Что в этом отношении надо делать? Я думаю, что вот здесь должен во главу угла, идти, конечно, 69-й федеральный закон, обязывающий, местные власти принимать соответствующие меры. И их полномочия организовать соответствующие сходы и дать какой-то в этом отношении импульс. Если этого сделано не будет, естественно, грош цена такой работы. Давайте еще один телефонный звонок нашего телезрителя. Говорите, вы в эфире. Да. Я житель города Якутска, живу на Рихард-Дозорге, двухэтажное здание, двухэтажное. У нас днем и ночью в подъезде горит свет. И есть соседи, которым это не нравится, когда я выключаю свет. Говорят, пускай горит. Кто тут прав, я или соседи? Товарищи с Рихарда Зорги, конечно, мы тут немножко сузили наш аспект, поскольку мы хотели бы рассмотреть частный сектор. Да? Обязательно мы в ходе наших телевизионных расследований возьмем проблему, связанную с двухэтажками обычно, многоквартирными домами. Да? И не фактически в этом же составе, но тоже с участием компетентных людей обязательно рассмотрим. Но здесь, наверное, все-таки больше это в сторону ЖКХ уходит, нежели профилактики какой-то. Правы соседей, потому что оплачивают общедомовые сборы по электроэнергии. Освещаются пути отхода, правы соседи. Хорошо. И, Сергей Александрович, буквально у вас 1,5 минуты для того, чтобы вот вы человек, который на своем печальном опыте вынес такой трудный опыт. Что нужно сделать для того, чтобы максимально обезопаситься от пожаров? Вложиться деньгами, вложиться трудом и опытом. Когда горел мой дом, я стоял рядом и не знал, что делать. Впоследствии, уже наберя опыт, я вперед пожарных пребывал и делал то, уже зная, имея опыт. Не проводятся никакие учения, ничего. Не проводится в нормальном объеме обычный противопожарный ликбез. Куча разных карающих бумаг существует, которые обязывают. Но все это карающий меч. Его и так покарает огонь в гораздо большей степени, чем все эти предписания. Подойди с добром, принеси, объясни, и не придется потом тратиться на социалку. Сергей Александрович, мы обязательно еще после рекламной паузы, которая буквально с секунды на секунду прервет наш эфир, вернемся к вашему опыту. Да? Это меры профилактики, что касается электропроводки, что касается отбивки стен и так далее, и так далее. И вы смотрите программу «Не пропустите главного». Сегодня мы говорим о как снизить риск пожаров в частных деревянных домах. И мы продолжаем наш эфир. Не пропустите главное. Мы сегодня разговариваем, как снизить риск пожаров в частном деревянном секторе. Евгений Александрович, вот вы перед эфиром мы с вами поговорили, вы с гордостью сказали, что команда Республики Саха
доблестно выступила на первенстве Дальневосточного федерального округа по прикладным пожарным. Я уверен, что вот сидящие в студии дети, которые со своей учительницей, они подошли, тоже занимаются прикладным пожарным спортом. Да, мы тоже занимаемся прикладным пожарным спортом, но мы пока что еще не заняли никаких мест. В нашей школе... Все впереди. Да, все впереди. Мы только 3-й год существуем. Мы детское объединение «Дружина юных пожарных», «Огнеборец». И в нашей школе действует детская общественная организация «Лидер», и вот мы один из 14 этих объединений. Цель нашего кружка, мы называемся кружком, для того, чтобы формировать у детей навыки пожарной безопасности, чтобы они все-таки знали, как действовать во время в чрезвычайных ситуациях. Наверное, для них это актуально. Да? Вот давайте, Андрей, да? Андрей, ты в каком доме живешь? Да, переехали. Из Мархи переехали, да? Это 32-я школа мархинская, где большинство жилищного фонда — это деревянные частные дома. Роксолана, в частном доме живешь? Да, я тоже живу в частном доме, в деревянном. И, конечно же, я понимаю то, что может случиться с каждым это пожар. Что вы предпринимаете? Вот давай, расскажи немножко о своей деятельности. О своей деятельности. Так, да. Что же мы делаем все-таки? Мы проводим шефство с детьми школьного и дошкольного возраста. То есть рассказываем им про правила пожарной безопасности, показываем тематические мультики, устраиваем конкурсы по пожарной тематике. Дети этим интересуются, они узнают про правила пожарной безопасности, правила поведения, им это интересно. И действительно, если ребенка с малых лет обучать этому, он будет понимать это, будет об этом знать, и таких случаев может быть меньше. Угу. А патрулирование ваших улиц, которые в Мархе расположены, вы делаете? Мне говорили такую информацию. Нет, конкретно патрулированием мы пока что не занимаемся. Не собираетесь такого? То есть дымок подозрительный и так далее? Все-таки частный сектор. Да, хотелось бы, мы бы хотели устанавливать шефство также и со взрослыми. По весне уже по теплу, да? Когда будут Ни один родитель не отпустит своего ребенка в холод патрулировать. А на самом деле пожар у нас... Микрофон передайте. Пожары у нас в нашем секторе, вот именно в поселке Газовиков, всегда происходит в зимнее время. И на самом деле это люди включают вот эти обогреватели не от того, что им просто так хочется, а они мерзнут, и мерзнут их дети. И так получается, вот, например, в 2009 году получилось, что 2 детей сгорело, потому что мама включила обогреватель и ушла на работу, а дети забились, получается, под кровать, и они не выбрались. И вот мы тогда задумались, как бы мы могли бы, хотя это произошло с детьми из Кирзаводской школы, но все равно мы подумали, как бы мы могли бы просвещать и наших детей. И вот социальным педагогам с помощью директора мы создали наш кружок. И мы ведем профилактическую именно работу. Но мы не только, получается, рассказываем лекции, мы участвуем в научно-практических конференциях, очень тесно сотрудничаем с ФГКУ МЧС пожарной и спасательной частью номер 3. И начальник Григорий Иванович Захаров, он пошел к нам навстречу, и вот у нас получается очень много детей, которые в послеобеденное время, они же, получается, там же никаких развлекательных нету заведений. И вот он каждый понедельник и четверг, получается, наши дети могут прийти в полигон и потренироваться. И таким образом дети уже настроенные могут участвовать в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. И не только. Я тут вижу, знаете, какой аспект? Евгений Александрович подтвердит. Да? Вот Андрей сидит, вырастет, женится, решит построить дом. Да? Он уже будет знать подходы, с какой позиции подходить для того, чтобы не только свою жизнь, да, но еще свой дом, жизнь своих близких обезопасить. И именно наверное, воспитывание таких навыков действия в экстремальных ситуациях, наверное, это максимальный вклад того, что мы можем сделать в наше общество. Да? Спасибо вам, представители Мархи, представители поселка Газовиков. Еще раз обращусь к Сергею Александровичу. Союз погорельцев, представитель. Все-таки, вот вы на прошлом эфире, еще на той передаче говорили, есть несколько конкретных рекомендаций, что нужно делать. Давайте, пусть это прозвучит от вас. При этом простых. Та рекомендация, которая не была сказана и которую говорю сейчас, при огромном наличии кнутов в отношении частных домовладельцев в виде административных органов
А давайте подумаем и о такой вещи, как пряник. То есть, пройдя определенные, что называется, необходимые технические нормы, сдав все комплексно, получаешь какое-то субсидирование, какие-то скидки. В административном порядке это решить очень легко. Это своеобразно стимулирует. Это от органов местного самоуправления зависит. Именно так. Выделить какую-то статью, это дешевле обойдется, чем впоследствии обходятся пожары. И собирать на помощь, да? Да. Дальше рекомендации. Рекомендации, они простые, примитивные. Использовать медные провода, использовать нормальный материал в монтаже проводки, чтобы все предохранители и пакетники соответствовали нагрузкам, обшивать стены изнутри гипсокартоном или иным другим негорючим материалом, делать противопожарную пропитку, обшивать снаружи профлистом или чем-то другим. Все, в принципе, просто. Давайте примем сначала телефонный звонок. Говорите в эфире. Говорите. Частный сектор. Сосед построил двухэтажку, нарушив противопожарные нормативы расстояния, поскольку там 15 метров. Мы обговаривали перед его строительством, он соглашался. Построил, а там оказалось 9. Куда обращаться? Нарушение нормативов, да, при расстояниях, скажем. Да, не 15, а 9. Хотя обговаривали, достроите. Я вас услышал. Ну, вы можете обратиться в отдел пожарного надзора города Якутска, Дзержинского, 35, кабинет 9. Подойти с заявлением, объяснить свою ситуацию. Потому что нарушается норматив. Да. И их абсолютно в нормальном режиме примут. Да. С виновником будут. Инспектор выйдет по этой жалобе и... А что грозит виновнику? Штраф на граждан от 1500 до 2000. Нет, ну он же при нарушении требований пожарной безопасности. Так, а как он будет устранять? Вот, допустим, 9 метров вместо 15. Как он будет устранять? Перенос? Фундамент? Нет, можно установить противопожарную стену. Противопожарную стену? Да, между постройками. Какое-то оперативное хирургическое вмешательство? Да. Угу. Насчет пропитки. Насколько ли, Альберт, наверное, ответит, насколько эффективны антиперены? Ну, смотрите, пропитка – это обработка химическими составами. Притом обработка идет поверхностная, то есть глубокого проникновения в структуру дерева там не происходит. Если мы говорим о глубокой пропитке, то это автоклавная пропитка. Такой вид пропитки у нас, к сожалению, не применяется. У нас это нанесение паст, распыление растворов. И такими методами идет у нас огнезащитная и биозащитная обработка дерева. К сожалению, вот эти пропитки, они эффективны где-то в течение 3-5 лет с момента нанесения. То есть постоянно нужно обновлять и смотреть условия эксплуатации самой конструкции. То есть если идет постоянное накопление влаги и так далее, вымывание, то там, соответственно, этот срок уменьшается. Второе, что вы сказали, это, конечно же, пореже использовать особенно несертифицированные нагревательные приборы и вообще привести в порядок электрическое хозяйство. Да? Тут у нас сидят представители компании, которые специализируются прямо-таки на электрооборудовании, на электротоварах. Вы говорили, что есть совершенно различные подходы со стороны производителей. То есть они, если написано на проводке, то что на это 2 киловатта, допустим, выдержит, да? Можете этому не верить. Вообще вот про эти нюансы немножко. Вообще электрический подход на вашей совести, давайте. Сейчас многими компаниями выпускается продукция, да, в том числе и кабельная, и автоматическая, да, ну, то, что монтируется в щиток, недобросовестно. Выпускается кабельная продукция с занижением изоляции, с занижением токопроводящих жил, что, соответственно, очень сильно отражается на токопроводящих качествах этого кабеля. Соответственно, он не проводит достаточное количество, на которое изначально было рассчитано. То есть, допустим, кабель на 1,5, да, задается, что на 1,5 сечением, а по факту сечение может быть 1 мм. Соответственно, мы в 1,5 раза меньше получаем нагрузку. Что здесь можно посоветовать? Да? Покупать данную продукцию у профессионалов, требовать сертификаты на продукцию, спрашивать продукцию, произведенную только по ГОСТу. В плане автоматики, да, предлагается
применять на данный момент автоматику европейских производителей, так как то, что представлено у нас в городе и в стране, это продукция китайских производителей, которая полностью копируется внешне у европейских производителей. Ну, но как отличить-то? Как ну, в качестве... чистокровного, скажем так, отличить? Предохранитель. Автомат тут. Обычный автомат можно просто даже по весу отличить. Да? Вот все, что у нас продается в городе, ну, обычный одномодульный автомат стандартный, на который меняют пробки, которые были раньше, да? Это в частном домостроении. Чем он тяжелее, скажем, да, тем он, ну, можно сказать, качественнее. Это один из аспектов. То есть тем больше в нем меди. Китайские производители, они экономят на всем, занижают количество меди, внедряют туда обычный металл, который по своим характеристикам, ну, отличается очень сильно от меди. Естественно, он уже не может обеспечить тех самых параметров, которые закладывались изначально, ну, тем, кто придумал эту продукцию. Насколько максимально эффективным является применение кабель-каналов? Вот сейчас вообще в деревянных строениях, там, по новым техническим требованиям, кабель-каналы обязательно. Да? Бывает ли ситуация, когда они могут даже спровоцировать горение, процессы горения? Ну, вообще, они спровоцировать вряд ли. Единственное, что где-то будет защемление, да, ну, защемление провода, но что очень маловероятно в случае кабель-канала. То есть тут уже идет речь о пробоях проводки самой, да, что не зависит от кабель-канала. Ну, естественно, единственное, что он может предотвратить это тем, что он, ну, защищает дополнительный слой защиты для провода. Как человек, который не сильно дока в технических дисциплинах и не сильно разбирается, да, может отличить, может ли он в эту розетку подключить, допустим, сварочный аппарат или нет? Ну, вообще не рекомендуется включать сварочный аппарат в розетку в жилом доме. Ну или что-нибудь типа такого, нагреватель вот тот же, потребляющий большое количество электроэнергии. Очень трудно. Ну, как вот отличить? Розетка, она выглядит одинаково. Ну, практически везде, да. А что внутри, это от нас скрыто. Это все остается на совести того, кто монтировал. Монтирует. То есть от монтажника будет зависеть, скажем так, вся скажем. Альберт еще говорил, что бывают ситуации, когда даже применение, вот вроде применили кабель-канал при деревянном домостроении, да, сверху покрыли гипсокартоном, и при этом кабель-канал может не спасти. Да, вот смотрите, это все зависит от той конструктивной схемы здания, которая применяется. Ну, если мы говорим о брусовых домах, то новые дома, вы сами знаете, брусовые, они проседают, и когда ставят кабель-каналы с жестким креплением, да, ну, монтажники очень часто так делают, упирают их прямо в распределительную коробку, допустим. При усадке получается движение и выгибание вот этой как раз-таки кабель-каналов и так далее. Ну, не во всех случаях, но очень часто это может привести, как уже говорили, к защемлению самого провода, к оголению, то есть истиранию защитного слоя и к оголению провода. Это уже фактор, способствующий возникновению огня. И вообще у нас все-таки, да, вот как вы сказали, они же не из-за того включают вот эти огромные нагреватели, да, что просто захотелось потратить побольше при нынешних тарифах электроэнергии. Да, людям холодно. Теплозащита, скажем так, энергоэффективность здания вообще какую роль играет в возникновении? Скажем так, везде, если везде сквозняки, если возникнет огонь. Ну, смотрите, опять-таки возвращаемся к нашим деревянным домам. Мы все привыкли считать, что брусовые дома, они хорошо дышат, да? То есть они хорошо пропускают влагу, пар удаляют из дома. Но на самом деле большинство брусовых домов при эксплуатации, у них стыки постоянно меняют свойства. То есть был у вас стык 2 мм, а через год он стал сантиметр. То есть через эту щель поступает воздух. И, соответственно, это дополнительный, так скажем, фактор, который позволяет очень быстро развиться огню. Кроме того, дополнительно у нас печки, да? Ну, не у всех есть газ, многие используют печи. К сожалению, печи у нас трубы выходят как? Вот, деревянные перекрытия, буквально там 10 сантиметров либо базальтовой плиты, что хорошо, либо там негорючих материалов, тем же, да, оцинковкой, профлистом обшивают. И, соответственно, эти щели никто не герметизирует же. Потом оконные проемы у нас очень часто через них
дует, под полом у нас очень часто дует. То есть, если смотреть в комплексе, вот как раз-таки при тепловизионной съемке зданий, брусовых, деревянных домов, выявляется, что очень много точек, через которые у нас идет поступление свежего воздуха и удаление тепла. И как раз-таки это тот фактор, когда вот здесь говорили, людям холодно. На полу холодно, сверху вроде как тепло. Ноги мерзнут, люди включают обогреватели. У нас мощность электропроводки не рассчитана на такие нагрузки. И получается у нас где-то там либо в распред коробки, либо непосредственно на щитовой у нас возникает вот искра. из которой Давайте мы такой сделаем маленький такой эксперимент. Да? Если у меня тут в качестве исключения разрешили зажечь вы можете спичкой поджечь? Окружить со всех сторон Да, пожарниками. у меня в кармане есть такой вот продукт, называется пиростикер. Да? То есть при распредкоробках, при стаканах, розеток и так далее наклеивается вот такой кусочек вроде бы неприметного такого вещества, который, давайте поджигайте, вот поджигают, и возник, допустим, в стакане огонь, да? Все, эффект вы видели. То есть я не прикасаясь к спичке, получается, вот что-то там оттуда Испарение. выделяюсь, или испарения какие-то, углекислый газ или что-то типа такого, оно просто заставляет потухнуть начинающийся вроде бы очаг огня. Да? Применение таких элементарных вещей при прокладке проводки, да, наверное, это уже должно стать нормой для электромонтажников. Согласны вы, Владимир Сафин? Ну, это одно из решений. Одно из решений. Одно да. из решений только. И их много, кстати, на самом деле. И о них мы сейчас поговорим еще плотно. А вот насчет печек, отопителей и так далее. Почему-то люди думают, что в частных домах чаще всего взрывается газ. У нас как в статистике, да, аварийно-диспетчерская служба есть у нас, которая постоянно вот при пожарах выезжают, да, вызывают, они отключают газ, да. У нас по статистике в большинстве случаев просто электропроводка. По газу у нас вообще как бы нету, да, пожаров, чисто проблема газа. Ну, газ когда может взорваться? Я видел, когда вот трубу отрезали просто сваркой, да, газ при этом свистит, выходит там и так далее, спокойно варят, абсолютно ничего с ним. Я понимаю, что это труба низкого давления. Низкого давления и снижение делают при врезке. При подключении, Да. при врезке. Если помещение полностью замкнутое, то есть нет притока свежего воздуха или удаления, скажем, вот этого газа, накапливается определенный объем газа, который может как раз... Ну, предел взрываемости накапливается от 5 до 15, и происходит взрыв. Ну, при разжигании и того же электроприбора, да, включение лампочки, может быть взрыв газа. Ну, если есть в доме вентиляция, да, нормальная, приточная, да, вытяжная вентиляция работает нормально, то взрыва, так, предела взрываемости, такого предела концентрации газа не должно быть. А у нас как бы вентиляцию и дымоходы, да, никто не проверяет же в частных домах. Ну как это никто не проверяет? Вон Берут товарищи сидят с организацией. очень большие деньги за техобслуживание, за осмотр, выдают предписания, а на деле, когда даже эти деньги берут, туда не заглядывают. Да, И вот. это ложь, что они отрабатывают эти деньги. Ну, скажем так, в моем случае какая-то экспертиза все-таки была. Ваша общественная организация же вот как раз аффилирована, вернее, делегирована исполнять вот эти вот самые предписания предназначения. Да? Да, это одно из, скажем, направлений работ, то, что выполняет наша организация. Значит, по заявке выезжают, если значит, поступила заявка соответствующая от хозяина или от организации, речь идет о вентканалах, значит, да, эту работу действительно мы выполняем, составляет соответственно акт, есть соответствующее оборудование, и делают это нашими полномочиями Давайте представителей, после которые рекламной издают паузы, вот этот Да, вот конечно, самый случай, обсудим. когда я прерву вас. Реклама. И в эфире третья часть нашего будничного суперпрайма. Не пропустите главное. Сегодня мы разговариваем о профилактике пожаров в частных деревянных
строениях. И, Михаил, вот несколько слов хотел бы добавить насчет вентиляции. Вот как проверить в домашних условиях, работает она или нет? Да, очень просто проверить, да. Берете листочек бумаги, да, у каждого есть дома листочек бумаги. Открываете приток воздуха и проверяете вентиляцию. Если листочек прилипнет, то вентиляция работает. Но если не прилипает, то вентиляция не работает, получается. То есть, скажем так, задраенная вентиляция – это абсолютно никуда никому не нужная вещь. А безопасность частного строения, частного имущества – это, конечно, ответственность прежде всего домовладельца. Да, собственника жилья. И вообще я хотел бы призывать уделять больше внимания тем требованиям, которые органы и технадзора, и газовиков, и пожарного надзора представляют. Вот вы же говорите, достучаться до инструктора должны, да? И то же самое инспектора, если, допустим, технадзора. Наши инспектора же ходят, инструктируют техобслуживание, когда проводят в домах, в квартирах, да? Они постоянно инструктируют, как пользоваться бытовым газом. Ну, кстати, вот к слову о газе, как Михаил говорит, это один из наименее рисковых факторов возникновения пожаров. Да? При нынешнем состоянии оборудования и квалификации наших специалистов наших газовых компаний. Немножко рекламы, да, в вашей конторе. И все-таки вот, как Сергей Александрович говорит, человек, у которого есть печальный опыт, конечно, да, представитель Юникома, вы являетесь представителем крупнейшего глобального бренда КНАУФ, да, который выпускает в том числе еще и огнеупорный гипсокартон. Человек говорит, обычным гипсокартоном, если обить стены будут прямые, можно будет клеить обои, да, и плюс к этому повышается пожарозащита деревянного строения. Все верно. В данный момент у нас представлены два вида гипсокартона с повышенными огнезащитными свойствами. Это первый лист КНАУФ огнезащитный. Особенность от обыкновенного гипсокартонного листа – это в том, что он имеет два слоя картона, которые имеют пропитку антиперинамите. Да, с повышенными огнезащитными свойствами. Но если вы хотите обезопасить свой дом действительно от огня, то следует использовать гипсокартон Knauf Fireball. Это специальный огнезащитный гипсокартон, который предназначен для того, чтобы обеспечить эвакуацию людей из горящего помещения. В Европе он используется уже очень много лет, причем его характеристики позволяют сдерживать огонь именно внутри какого-то определенного помещения и не дать ему выйти за пределы, да, локализовать его в одном помещении. Отличительная черта этого гипсокартона? Ну, гипсокартон да гипсокартон. Его можно обозначить, то есть его можно определить тем, что он, во-первых, розового цвета и с нанесением красных обозначений. То есть маркировка обозначена? Маркировка, да, на нем красной написано. краской, да. Да. Вообще, вот строителям гипсокартон насколько, скажем так, повышает потребительские качества деревянного строения? Во-первых, это, вот я сказал, как обои уже сказали, да, противопожарная обработка, во-вторых, это эстетика. Ну и здесь никто не упомянул, но на самом деле большинство летальных исходов, да, при пожарах случается не от прямого воздействия огня, а от газов, которые выделяются при горении. И поэтому здесь обязательно нужно обращать внимание на отделочные материалы, которые используются при отделке домов. Допустим, очень часто использовали у нас вот эти вот плиты из пенополиуретана для обшивки потолков и так далее. Которые, да, плинтуса, которые при горении, они плавятся и выделяют очень токсичные газы. Да. Вот поэтому отделочные материалы – это тоже обязательное условие. Желательно использовать натуральные материалы, обработанные негорючими составами. Хватило бы денег. Хватило бы денег. Но на самом деле, если мы говорим о безопасности, да, о собственной жизни, да, и жизни наших близких, там, дети, родители, то, соответственно, здесь деньги считать экономить не нужно. Да. Пожарная сигнализация. Я обращаюсь к своим коллегам. Вот поднимали вопрос о газоанализаторах, да, которые стоят бешеных денег на самом деле. Но есть альтернатива. Вот специалист по пожарной сигнализации. Да, есть альтернатива, это датчики загазованности, ставятся, ну, как бы непосредственно возле ввода газового оборудования, то есть и к нему же ставится клапан-отсекатель, то есть при утечке газа он сразу же моментально отсекает, ну, приток газа
и тем самым как бы обезопасивает, ну, жителей дома, да, получается. А системы пожарной сигнализации, которые представлены, скажем, в вашей компании, они вообще от какого ценового диапазона могут начаться? Так, ну, дымовые датчики у нас от ценового диапазона начинаются от 200 рублей, ну и выше получается, там, в зависимости от характеристик. Бывают у нас тепловые датчики, то есть, ну, они обычно ставятся в гаражах, ну, то есть, когда машина заводится, выходит дым, чтобы не было, ну, ложных сработок. Ага. А сам приборно-приемный контроль стоит, ну, примерно от 4000. Да, То есть это мини-диспетчерский пункт? Да, мини-диспетчерский пункт, он работает стандарта GSM, то есть вставляется сим-карта, непосредственно, когда вы уходите от дома, ну, как бы СМС-сообщение отправляется о том, что происходит у вас дома, все нормально, ну, температура дома как бы стоит. Соответствует нормам. Да, соответствует нормам. Спасибо. Давайте покажем вот эту вот штуку, которая стоит от 200 рублей. У вас она, может быть, от производителя хотел бы зависит. что Да? сказать. Во-первых, история, значит, это вещь У такая... нас 5 минут, это я просто к слову. Ага. Ну вот, 90-е годы прошлого столетия в Соединенных Штатах был опубликован доклад «Горящая Америка». И они столкнулись с тем, вот, о чем мы сейчас говорим. Это, значит, большое количество пожаров связано именно в жилье. Эту проблему надо было решать. Решили ее, это, значит, за 5 лет с двумя основными способами. Первое – агитация и пропаганда, и вот такие вот датчики. Это автономный датчик, который может установить без определенной квалификации любой желающий у себя дома, в квартире, где угодно. Значит, ставится батарейка типа кроны. Значит, он, естественно, дымовой, значит, достаточно технологичный. Ну вот, кроны батарейки хватает на полгода. После того, когда она заканчивает свой ресурс, идет специальный сигнал. И поэтому у себя поставить такую систему оповещений, я считаю, что реальный какой-то шанс обезопасить себя значит, от соответствующих катаклизмов. Что в этом отношении есть на Западе? Запад — это уже для них пройденный этап. Везде они есть, и так называемый Госпошнадзор, соответствующие службы на местах, пожарная охрана, они ездят по домам и спрашивают, а не забыли ли вы поменять батарейку? Понимаете, в чем дело? Поэтому опять срабатывает что? Менталитет, человеческий фактор. И как американцы говорят, причина пожара навсегда в одном, прежде всего в человеке. Все оттуда. Незамененная батарейка. Поэтому я хочу сказать, что даже если из 100 сработает один и спасет жизнь, я считаю, что задача, значит, данного оборудования, она выполнена. Ну, вот. Тем более оно стоит достаточно недорого, около 320 рублей. Ну, вот. Если по городу Якутску здесь знают, к сожалению, если взять нашу сельскую местность, я имею в виду арктическую нашу зону, нашу улусу, то, к сожалению, этой информации там нет. С интернета где-то что-то подчерпывают. И вот наша, я считаю, задача, в том числе этой программы, довести максимально до каждого буквально обывателя, до каждого домохозяина, чтобы обязательно у него значит, в доме, значит, на даче, в коттедже, где угодно, вот эти датчики были. Они именно стоят этого. И тот... В завершении нашей передачи тот очень важный аспект, который вы хотели обязательно донести до нашего телезрителя. Ну, я хочу прежде всего сказать, что на сегодня... У нас 2 минуты. Да, на сегодня. В принципе, в республике делается по этой проблеме достаточно много. Если взять все последние постановления, решения, план, они как раз говорят о данном оборудовании, что оно должно значит, быть. То есть реально мы понимаем, что значит, это все должно быть доведено. Значит, ресурс на сегодня в республике достаточно большой, тоже есть, и все законы, подзаконные акты об этом говорят. Каким ресурсом этот вопрос решается? Значит, в 2009 году была создана ГБУ, значит, Государственная противопожарная служба Республики Саха-Якутия, больше 2500 человек, я считаю, это сила. В советские времена такого достаточно не было. А уже если говорить о том, что республика приняла буквально в 2011 году, в декабре месяце, закон о добровольной пожарной охране, 11 тысяч человек, то я считаю, что той задачей, которая стоит в плане профилактики, я думаю, что мы с ней справимся. Угу. Отлично. Совместными усилиями. Совместными усилиями. И прежде всего наша задача — это информировать, да, о том, что есть определенная технология противодействия вот этому величайшему злу. Да, есть определенные нюансы при подходе к проектированию и строительству дома, да, конструктивов, до тех же фундаментов и так далее, и так далее. Есть элементарные какие-то методы проверки на дому, все ли у нас фурычит, функционирует как надо. Да. Спасибо всем, что приняли сегодня участие. Ну, довольно острая, на самом деле, передача. И
каждый привнес частичку своих знаний, своего опыта, своих наработок. Дело того, чтобы ну, жизнь наших сограждан, особенно проживающих в частном деревянном секторе, она стала ну, на капельку хотя бы безопаснее. И как Евгений Александрович говорит, если из 100 человек, которые посмотрели нашу передачу, 10 задумаются и один купит, тогда мы уже считайте, что свое дело, свою задачу выполнили. И это была программа «Не пропустите главного» на канале НВК Саха. С вами был Дмитрий Аргунов. И сегодня мы рассматривали тему профилактика пожаров в частном деревянном секторе. Увидимся на следующей неделе.